Ну, давайте начнем с минусов этой идеи. Минус этой идеи заключается, то есть есть два-три момента, на которые я хотел бы обратить внимание. Это логистический момент, это момент правовой и это политический. Логистический момент. Если мы будем проводить выборы в президенты совместно с выборами в Народное собрание, или, вернее, скажем, в данном случае, в нашем случае, будем проводить выборы в Народное собрание вместе с президентскими, назначим их на одну и ту же дату или проведем их примерно в тот же самый период, то с логистической точки зрения создаст следующую проблему. Практически большинство людей, которые вовлекаются в организацию проведения выборов в избирательные органы на различных уровнях, они уже вовлечены в президентскую кампанию. И если мы назначим дату выборов в Народное собрание в тот же самый период, то некого будет вовлекать уже в избирательные органы, которые будут созданы для организации проведения выборов в Народное собрание. То есть эти люди уже задействованы в президентской кампании, они не смогут участвовать в выборах в Народное собрание. Это заставит Центральную избирательную комиссию Гагаузии нанимать новых людей, неподготовленных, у которых нет опыта, то есть в большинстве своем, да, потому что те, которые имеют опыт, они уже будут задействованы в президентской кампании. И это может очень серьезно сказаться на качестве администрирования выборов. А администрирование выборов, мы знаем, это один из важных аспектов избирательного процесса. То есть это должны быть опытные люди, которые знают закон, которые знают процедуры, которые имеют опыт и знают, как реагировать в той или иной ситуации, потому что законодательство не регулирует все аспекты. Есть некоторые моменты, которые нужно уже принимать, где нужно принимать решения, исходя из какого-то сложившегося опыта, из какой-то сложившейся традиции и практики. То есть это первый момент. Второй момент — правовой момент. То есть выборы в Народное собрание и выборы президента регулируют совершенно два разных законодательства. То это в первом случае это Кодекс о выборах Республики Молдова. Он прописывает организацию проведения выборов президента. Второй случай — это избирательный кодекс Гагаузии или же местное законодательство о выборах в целом, да, которое регулирует организацию проведения выборов в Народное собрание. То есть тут совместить эти два закона или каким-то образом совместить эти выборы с правовой точки зрения вообще невозможно. Потому что есть один закон, есть второй закон, эти законы практически не с друг другом никак не пересекаются и друг на друга никак не ссылаются. Третий момент — это политический момент. То есть я об этом уже говорил в рамках пресс-конференции, которую мы организовали 18 августа в Пилигрим Демо, о том, что эта президентская кампания очень сильно информационно накроет выборы в Народное собрание. И люди могут практически ее не заметить. То есть у нас особенность выборов в Народное собрание заключается в том, что они проходят в маленьких округах. 35 округов — это такие 35 мини-выборов в 35 округах. И СМИ в этом случае задействовано очень мало, практически никак не задействовано. Кандидаты — основной способ ведения избирательной кампании — это кампания от двери к двери. И то есть внимание людей, если эти выборы совпадут, будет приковано в основном к президентским выборам, потому что телевидение, мы знаем, имеет очень большое влияние на формирование общественного мнения, на то, чтобы притянуть внимание людей и так далее. И может получиться так, что люди просто не заметят, что у нас выборы в Народное собрание. В то же самое время Народное собрание является очень важным органом, который принимает очень важные решения, и эти решения влияют на нашу жизнь. И важно, чтобы люди подошли к этим выборам осознанно. А для того, чтобы они могли подойти к ним осознанно, они должны иметь возможность четко сфокусироваться, и ничто им не должно мешать. Параллельные избирательные кампании должны мешать на то, чтобы они сфокусировались на этих выборах. Поэтому очень большая необходимость, с моей точки зрения, заключается в том, чтобы эти выборы прошли в разные периоды, не совпадали друг с другом в разные даты, как минимум там 3 месяца, 3 недели была разница между вторым туром голосования, возможным вторым туром голосования на выборах президента и первым туром голосования на выборах Народного собрания. Один из плюсов, которые озвучивали, это что вот якобы мы сможем таким образом сэкономить денежные средства. Я уже говорил о правовом моменте, то есть, то есть то, что эти две избирательные кампании регулируются разными законами, не дает возможность совмещать расходы. На организацию проведения выборов в Народное собрание уже выделены деньги в региональном бюджете, и из регионального бюджета будут тратиться деньги. Из национального бюджета Центральная избирательная комиссия Республики Молдова не сможет потратить ни единой копейки на организацию проведения этих выборов по той простой причине, что основной закон, которым руководствуется Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, это Кодекс о выборах Республики Молдова, не говорит ни одного слова про выборы в Народное собрание. То есть, исходя из этого, Центральная избирательная комиссия Республики Молдова не сможет потратить ни на одной бане на организацию проведения этих выборов. То есть, этот возможный
положительный момент, он, с моей точки зрения, он не имеет права на существование из-за той правовой ситуации, о которой я говорил чуть ранее.